микрофондарыңызды сөйлемейтін қажет болса өшіріп қоюларыңызды сұраймын. Бір-бірімізге кедергі келтірмей сәтті жұмыс жасасақ. Олай болса мен сіздердің менторларыңыз Ұлжан Әуезханқызы. Қандай да бір қиындықтар, сұрақтар болып жатса қойсаңыздар болады. Жұлдызды көпір ғарыш ғылымына шабыт көзі атты конференциямызды бастайық. Бүгінгі семинардан мол тәжірибе жинақтайды деген үміттеміз. Жоба қорғауға әр спикерге 5 минут уақыт беріледі. Және слайдқа демонстрацияны мен қосып отыратын боламын. Сол себепті бұл жұмысты маған сеніп тапсыруларыңызды өтінемін. Сіздерге сұрақ, экран көрініп тұр ма? Да. Жақсы. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я Ашимхан Ұлжан Әуезханқызы, ваш ментор. Давайте начнем нашу конференцию. Бірінші кезекте, олай болса, сөз кезегі Жангүл Артуровна ханымға беріледі. Добрый день, коллеги. Я бы хотела ознакомить вас с своей работой. Это интеграция космической тематики, STEM-подходов и технологий искусственного интеллекта в школьное образование, развитие исследовательского и критического мышления учащихся. В современном обществе интеграция является одним из основных подходов к процессу обучения школьников. Интегрированный подход способствует развитию творческих и познавательных способностей учащихся. И одно из решений является создание предметных связей в STEM-образовании, которое основано в объединении основных направлений обучения в разных предметах. Сейчас происходит технологическая революция во всех сферах жизни людей, в том числе и в образовании. Современный школьник должен обладать не только достаточным багажом знаний и уметь применять эти знания на практике, но даже должен уметь исследовать и изобретать в интересующей области предметной или межпредметной продукты образовательной деятельности. Одним из решений межпредметных связей сейчас идет использование STEM-образования. Это один из основных трендов мировой практики, объединяющий науку, технологию, инженерию или конструирование, искусство или творчество и математику с информатикой. Эти дисциплины являются самыми востребованными во всем мире, поэтому эта технология стремительно развивается. Рассмотрим использование STEM-образования на примере предмета биологии, раздела «Человек и его здоровье». По теме органы кровообращения очень много вариантов. Это сборка системы кровообращения, объяснить деятельность собранной конструкции, движение крови по сосудам, факторы, приводящие кровь в движение, ее физическую величину, позволяющую кровь двигаться, состав крови и так далее. Интересная тема дыхания. Собрать, например, модель дыхательной системы, модель Дондерса. Для изготовления модели ученикам предоставляется пластиковая бутылка, пластиковая трубка, надувные шарики, резиновая перчатка, нитка, манометр. После изготовления модели предлагают сопровождающиеся изменением движений легких, диафрагмы и давления. Таким образом, используя STEM-образование, дает возможность изучения тем на интегрированной основе, используя эксперименты, опыты, выдвигая гипотезы, побуждая исследовательские навыки. Такой подход вдохновляет школьников, будущее поколение изобретателей, новаторов и лидеров, моделировать как технологи и конструировать как инженеры, созидать как художники и аналитически мыслить как математики. В Казахстане активно внедряется и развивается инициатива по STEM-образованию в школах, такие как, например, открытые лаборатории ЗРТ Studio в Алматы. В марте 2022 года в Алматы запущена STEM-лаборатория ЗРТ Studio. Этот проект реализован образовательной программой организации Сарафан of Knowledge
Ленджи, совместно с компанией «Шеврон» и Республиканской физико-математической школой. Лаборатория предоставляет школьникам возможность под руководством опытных наставников осваивать технические навыки, готовиться к конкурсам и олимпиадам, а также реализовать творческие и инженерные проекты с использованием современного оборудования, включая 3D-принтеры и лазерные гравировальные станки. Программа модернизации школ School Upgrade в октябре 2021 года в Нур-Султане, ныне Астана, тоже стартовала эта программа. Здесь в 42-й школе открыта специализированная STEM-лаборатория. Дальше внедрена STEM-образование в сельской школе Акмольской области, средняя школа номер 33 села Родина Целиноградского района Акмольской области в 2018 году участвует в научном грантовом проекте по формированию и развитию предпринимательского STEM-образования в сельских школах Казахстана. Немножко еще, хотя бы заключение, хотела примеры еще. Қорытындыға оралсақ, өйткені уақыт тығыз, құрметті әріптестер. Спасибо. Қорытындыңызды айта қойыңыз. Дауысыңыз естілмей тұр. Дауысыңызды қосамыз. Жангүл ханым, сіз микрофоныңызды өшіріп тастадыңыз. Кешіріңіз, искусственный интеллект – это мощный инструмент, поддерживает персонализированное и адаптированное обучение. Он позволяет анализировать успехи и проблемы учащихся, предлагая индивидуальные траектории. Важно отметить, что внедрение искусственного интеллекта требует осознания этических и социальных рисков, таких как защита данных и цифровое неравенство. Таким образом, соединение STEM подходов космической тематики и технологий искусственного интеллекта способствует развитию исследовательской активности и критического мышления учащихся, а также формированию навыков, необходимых в цифровом будущем. Рахмет, спасибо за внимание. Чуть-чуть не уловилась. Сізге көп рахмет, құнды баяндамаңызды оқығаныңызға, әрі қарай жалғастырайық. Келесі кезекте Елизавета Муканова ханымға уақыт беріледі. Бастай берсеңіз болады. Доброе утро, дорогие коллеги. Моя тема называется Eco-Festivals. Это открытый урок на эту тему. И я понимаю. Итак, вначале используем мотивационный слайд. Посыл. For a day of fun, learning and community action. Учащиеся с первых секунд понимают, что урок будет интерактивным и социально значимым. Учебная цель – развитие интереса к теме формирования мотивации. Используем технологии, в данном случае это приложение Gamma, преобразовано в PowerPoint. Использовался чат GPT для генерации ярких изображений, слоганов и различных других видов работ. Подход коммуникационный, ценностно ориентированный. Далее, если говорить о целях урока, этот слайд, то здесь четко сформулированы цели урока и учебные задачи по кембриджской системе. Здесь я могу просто прокомментировать, что это расширение словарного запаса по теме, развитие межкультурной осведомленности, грамотное письмо и знакомые темы. Виды работ: чтение, обсуждение, письменные задания. Искусственный интеллект в данном случае помог в разработке заданий, подборе аутентичных текстов. Value links, предыдущий слайд, акцент делается на ценности, generosity и привязка к воспитательной составляющей урока. Учащиеся делятся на группы по ролям: организаторы, журналисты, гости. Использована проектная и ролевая работа, ресурсы, карточка с ролями, постеры. То есть искусственный интеллект помог мне сгенерировать ролевые карточки, идеи для взаимодействия. Далее можно пролистать, это различные слайды с образовательными технологиями, EducaPlay. Да? Далее, следующее. Здесь генерация на 3 группы: organizers, journalists, guests. Дети работают в 3 группах: организаторы, журналисты и гости. Каждый из них готовит ряд вопросов друг к другу о том, как журналисты дают вопросы гостям, как они участвуют в этом ВК-фестивале. Дальше организаторы задают вопросы гостям и так далее. То есть это все групповая работа. Дальше Nature Walks, Discover Local. Предыдущий слайд можно оставить.
Один из компонентов фестиваля – это природные прогулки, как мы видим. Виды деятельности – это изучение природы, экскурсии, развитие языковых навыков. Какие? Описательная лексика по типу флора, фауна, окружение. Искусственный интеллект помогает в данном случае генерировать экологические путеводители или квест. И здесь подход какой? CLIL, то есть интеграция предмета и языка. Следующий слайд. Upcycled Art. Ну, здесь мы видим площадку экофестиваля. Можно дальше. Upcycled Art. Комментарий. Какой? Задание творческого характера, когда создаются культурные арт-объекты из мусора. Какова цель этой работы? Это формирование экологического мышления через творчество. Какие ресурсы можно использовать? Вторсырье, материалы для творчества и виды работ проводить такие как мастер-классы, выставки. Искусственный интеллект помогает сгенерировать примеры работ из вторсырья и создать постеры для выставки. Вот этот слайд называется Eco Sounds, предыдущий, посвящен музыке и перформансам. Дети слушают музыку, участвуют в мастер-классах, развивают навыки аудирования, то есть прослушивания, и расширяют словарный запас. Искусственный интеллект помогает здесь генерировать афиши мероприятий или музыкальное описание. И здесь в данном случае междисциплинарный подход и креативный. Следующий слайд. Sustainable Food Stalls. Следующий слайд. Тематика питание, органика, веганская еда, справедливая торговля и так далее. Далее слайд – это My Own Game, где можно подытожить уже, что именно, провести авторскую игру, геймификацию как элемент урока. Это вид задания викторина, парная или групповая работа. Здесь мы используем карточки, интерактивную доску. Так, искусственный интеллект сгенерировал вопросы. Вот. Дальше создал интерактивные версии игры. В данном случае подход использована игровая методика, обучающая взаимодействие. Ну и заключительный слайд – это для тех, кто посещал урок. В данном случае это QR-код с планированием урока и отзывы, комментарии о посещенном уроке. Ну и, конечно же, рефлексия. Благодарность о напоминании о плане, подведение итогов, рефлексия. Рефлексивная беседа может быть здесь, или, как здесь указано, можно выбрать собственные комментарии, что участник этого урока взял из данного урока. Ну и в заключение хочу сказать, что использование искусственного интеллекта помогает составить более творческие задания, разнообразить уроки и оживляет урок в целом. Спасибо за внимание. Тамаша, тәжірибеңізбен алмасқаныңызға рахмет. Біз үшін өте құнды мәлімет болды. Келесі баяндама оқушыға кезек берсек. Оксана Валерьевна, кезек сізге келді. Да-да-да, доброе утро, уважаемые коллеги. Я учитель специальной коррекционной школы для детей с нарушением интеллекта. И у меня тема такая: искусственный интеллект в образовании учащихся специальных коррекционных школ. Искусственный интеллект открывает новые горизонты в образовании, особенно для учащихся специальных коррекционных школ. Рассмотрим возможности и перспективы искусственного интеллекта для таких деток. Искусственный интеллект уже активно используется в массовых школах, но его потенциал особенно значим для специальных школ, где ученикам требуется индивидуальный подход, адаптированные материалы и поддержка в обучении. Однако вопрос применения искусственного интеллекта в обучающих и коррекционных целях до сих пор не получил широкой научной и методической разработки. В то же время грамотно разработанные программно-методические комплексы, учитывающие особенности развития детей с особыми образовательными потребностями, при правильном применении помогли бы решить многие проблемы. Искусственный интеллект предлагает ряд преимуществ для обучения детей с особыми потребностями. Одним из ключевых преимуществ искусственного интеллекта в специальной школе является персонализация обучения. Это важно для детей с различными формами инвалидности, которые требуют особого подхода и методов обучения. Для таких учащихся искусственный интеллект может предлагать задания и упражнения, которые соответствуют
текущему уровню знаний и способностям ребенка, что помогает избежать скуки или переутомления на уроках. Чат-боты – это виртуальные собеседники, которые помогают учащимся получать ответы на вопросы, объяснять материал простым языком и взаимодействовать в удобном темпе. Голосовые помощники помогают детям с ограниченными возможностями взаимодействовать с технологиями с помощью голосовых команд, что особенно важно для детей с нарушением интеллекта и моторики. Виртуальные и дополнительные реальности создают наглядные интерактивные среды, позволяющие детям с особыми возможностями погружаться в учебные сценарии и тренировать повседневные навыки в безопасной обстановке. Игровые обучающие платформы включают адаптивные задания, мотивационные элементы для повышения интереса к обучению. Геймификация делает учебный процесс более привлекательным, превращая обучение в игру, что особенно полезно для детей с низкой мотивацией. В специальных школах геймификация особенно полезна, так как превращает обучение в увлекательный процесс, снижает тревожность и помогая удерживать внимание. Автоматизированные подсказки помогают ученикам лучше ориентироваться в материале, не перегружая их память и внимание. Визуальные и аудиоподсказки помогают таким деткам минимизировать стресс при выполнении сложных заданий и повышают доступность материала. Развитие социальных навыков у таких детей идет через симуляторы общения, которые позволяют детям практиковать взаимодействие с виртуальными собеседниками, отрабатывая навыки диалога, понимания эмоций и социального поведения. Дети с расстройствами аутистического спектра часто испытывают трудности в коммуникации, восприятии эмоций и понимании социальных норм. Искусственный интеллект помогает таким детям через специальные приложения, которые могут изучать мимику, голос детей, обучая их понимать выражения эмоций у других людей. Специальные программы с интерактивными заданиями позволяют детям сразу лучше интерпретировать социальные сигналы. Технологии для развития мелкой моторики и снятия тревожности – это программы с элементами аудиовизуальной релаксации, помогают детям справиться с перегрузкой от внешних раздражителей. Виртуальные успокаивающие сцены, тактильные, сенсорные и специальные устройства могут снизить уровень стресса у ребенка. Дети с СДВК испытывают сложности с концентрацией внимания, саморегуляцией и контролем импульсивного поведения. Игровые технологии с нейрообратной связью помогают тренировать концентрацию. Специальные игры и программы, использующие технологию отслеживания мозговой активности, помогают детям контролировать уровень своего внимания. Такие технологии могут давать обратную связь с реальным временем, помогая ребенку учиться саморегуляции. Адаптивные обучающие платформы с короткими заданиями, в которых материал подается небольшими порциями, упражнения построены по принципу краткосрочных задач, способствующих удержанию внимания и постепенному усвоению учебных тем. Для детей с интеллектуальными нарушениями очень важно доступное понимание, поэтапное обучение. Искусственный интеллект помогает создавать адаптированные учебные материалы, в которых используется упрощенный язык, визуальные подсказки, голосовое сопровождение. Также искусственный интеллект помогает анализировать ответы учеников, предлагая индивидуальные задания на основе их ошибок и успехов, что делает процесс обучения более эффективным. Адаптивные системы обучения, которые включают иллюстрации, голосовое сопровождение и видеоинструкцию, упрощают усвоение материала и делают обучение доступным. Несмотря на очевидные преимущества, использование искусственного интеллекта в специальном образовании требует очень внимательного подхода. Искусственный интеллект должен быть вспомогательным инструментом, а не заменой учителю. Присутствие и участие учителя остается очень важным. Технологии не могут полностью заменить педагога, так как многие ситуации требуют живого взаимодействия и индивидуального подхода. Система искусственного интеллекта... Время у вас уже. Время, ну что тогда... Я сейчас выводы тогда сделаю, извините. Так. Система искусственного интеллекта собирает информацию о детях, что требует строгих мер безопасности для защиты личных данных, предотвращая утечек информации. Однако искусственный интеллект не заменяет педагога, лишь дополняет его работу, становясь помощником в создании эффективной и комфортной образовательной среды. Именно учитель остается ключевой фигурой, способной адаптировать технологии под индивидуальные особенности учеников. Таким образом, искусственный интеллект становится важным звеном развития специального образования, позволяя сделать процесс обучения более гибким, доступным. Внедрение технологий искусственного интеллекта в специальных школах – это реальность, к которой нам необходимо стремиться, так как данные технологии позволяют при проведении урока учитывать особые потребности, увлечения и интересы детей с особыми образовательными потребностями. Однако успешное применение искусственного интеллекта возможно только в сочетании с профессиональной работой педагогов, чутким подходом к ученикам и постоянным совершенствованием образовательных технологий. Жақсы рахмет. Өндіріңізге. Олай болса, келесі спикерге сөз кезегін берейік. Бізде келесі Надежда Викторовна ханым баяндама
Вот. Добрый день, коллеги. Разрешите в рамках сегодняшней конференции представить вам тему «Космос и искусственный интеллект. Цифровое творчество в школьном образовании». В своем выступлении я предлагаю практические примеры использования искусственного интеллекта для цифрового творчества в школе. И первое, что я вам хочу продемонстрировать, один из самых любимых приемов на факультативных занятиях с детьми, это использование нейросетей для генерации изображений, что позволяет создать уникальное изображение, которое вы можете использовать в презентациях, учебных проектах, в каких-то творческих конкурсах и так далее. Примеры наиболее удачных вариантов нейросетей вы также можете видеть на слайде. Следующие несколько слайдов демонстрируют вам результаты, полученные по промптам, созданным в различных нейросетях. Допустим, на первом слайде вы видите результат ребенка-астронавта в открытом космосе, созданного с помощью Дали, но в разных стилях, начиная от цифрового до мультипликационного. Следующий слайд демонстрирует создание космического существа, это нейросеть Кандински, и звездной пыли и туманности, также разные варианты использования стилистики. Следующий слайд показывает вам две работы, созданные в разных нейросетях. Это инопланетный пейзаж с двумя солнцами и футуристическая космическая станция на орбите Сатурна. Ну и еще один слайд, на котором показаны результаты генерации изображений с помощью нейросетей. В стиле инфографики и стиле карт разница в промптах заключается только в этих словах, и, соответственно, уже, как вы видите, получаются разные эффекты. Но хочу вам также сказать, что тот же редактор, допустим, Canva, в котором кто-то из вас, возможно, работает и прекрасно его использует, вы также можете генерировать изображения. Вот, в частности, одно из изображений на следующем слайде создано с помощью искусственного интеллекта, внедренного уже непосредственно в редактор Canva. Это астронавт, который устанавливает флаг в школе на астероиде, сделано это в стиле комикса. Еще один достаточно интересный момент, связанный с цифровым творчеством, это оживление персонажа с помощью нейросети. И вашему вниманию хотелось бы предоставить два видео. Если они сейчас откроются, будет замечательно. Оживление картинки готовой Юрия Гагарина и Токтара Убакирова непосредственно уже с помощью нейросети Хедра. Если сейчас это получится, значит, великолепно сможем посмотреть, так скажем, итог. Я пытаюсь сказать. Пока загружается, можете... Хорошо, давайте, пока загружается, мы перейдем дальше. Это еще один момент, который показывает цифровое творчество, связано непосредственно с языком программирования Python, потому что, являясь учителем информатики, у нас тематика, связанная с изучением языка программирования, идет сквозным таким блоком во втором полугодии, начиная с 6 по 10 класс, и, соответственно, ребята, потихоньку набираясь опыта, могут создавать какие-то интересные моменты, что представлено в этом практическом использовании искусственного интеллекта. Здесь также есть несколько видео, которые хотела бы, если получится, тоже продемонстрировать вам, показывающие практические примеры использования возможностей Python для создания просто анимации и в том числе для создания... Так, давайте послушаем Гагарина, вернемся. Так, что-то со звуком. Звук в этом видео есть, он идет, немножечко что-то здесь, значит, не в порядке, но вы видите, по крайней мере, что картинка ожила, она двигается, и, соответственно, звуковое сопровождение будет тот текст, который вы, так сказать, зададите. Ну, если будет возможность посмотреть пару практических примеров от языка Python, буду тоже благодарна. Допустим, можно первый слайд показать, второй и третий. Быстренько, они небольшие. Первый слайд демонстрирует и второй простые анимации. Третий слайд демонстрирует игру небольшую, созданную с помощью Python. Это уже просто видео записанное. А так вообще, если вот говорить про игру, если ее сейчас показать, то там идет
как бы имитация корабля, это вот голубой треугольник, и метеориты, желтые точки падающие, задача, управляя с помощью клавиатуры, эти самые метеориты ловить. Ну и еще один момент, связанный с цифровым творчеством, так как все-таки так или иначе мы с вами работаем еще непосредственно через чат GPT, то хотелось, чтобы у детей развивалась правильно цифровая грамотность, и они понимали важность, правильность и нужность использования чата GPT. И вот как раз-таки то, что сейчас здесь будет показано, несколько моментов, они направлены на развитие цифровой грамотности именно через чат GPT, но в теме конференции через космическую тематику. Итак, на следующем слайде вы видите анализ научных и научно-популярных статей, которые призваны научить понимать, структурировать и анализировать сложную информацию. На примере чата GPT можно непосредственно задать какую-то статью, допустим, статью НАСА, которую необходимо будет проанализировать, и на основе этой статьи еще сделать даже какие-то интересные задания. Например, статья написана достаточно сложным языком, вы можете ее адаптировать для текста, в основу, например, вывести ключевые понятия и предложить задание для выступления. Или, например, следующий слайд можно использовать чат GPT в ситуации, когда вы создаете пояснительные обучающие материалы. Это развитие навыка создания цифрового контента, умение доносить информацию. Одноразовый тарелку? Ну, наверное, принесли штук 10, наверное. Вы можете готовить текст объяснения, далее заготовить в виде заголовка с небольшим поясняющим текстом слайды для презентации именно в текстовом формате. Далее сгенерировать промпты для создания изображений и в конечном итоге создать небольшое поясняющее видео. Все то, что было непосредственно сейчас показано вам, позволяет развивать у учащихся информационную грамотность, критическое мышление, цифровую грамотность, креативность и коммуникации. Все это происходит через чтение, отбор, анализ статей, сравнение данных, выводы, работа с искусственным интеллектом, языком программирования, создание визуалов, инфографики, создание каких-то пояснительных материалов и выступлений. Поэтому я думаю, тот практический пример использования искусственного интеллекта, который я вам показала, окажет вам какую-то положительную службу. Спасибо за внимание. Спасибо вам. Давайте следующий слайд. У нас Татьяна Анатольевна. Здесь? Да, коллеги, слышно? Добрый день. Добрый день, уважаемые коллеги. Я дефектолог, учитель трудового обучения, работаю в специальной школе для детей с нарушением интеллекта. Современные запросы и подходы к обучению требуют интеграции STEM-подходов во все сферы образования, в том числе и в обучении детей с особыми образовательными потребностями, в частности, для детей с нарушением интеллекта. Казалось бы, зачем STEM-технологии учащимся, которые в силу своих когнитивных возможностей никогда не смогут стать учеными или инженерами? Как дефектолог, я думаю, что STEM-технологии в обучении таких учащихся помогут развивать их практические навыки, логику, самостоятельность через наглядные интерактивные методы. Проблемы и трудности внедрения STEM-технологий в обучении детей с нарушением интеллекта исходят из их, прежде всего, когнитивных низких возможностей. Поэтому, чтобы STEM-обучение было эффективным, важно использовать наглядные методы, пошаговые инструкции, игровые методы, делая процесс обучения максимально доступным, практическим и основанным на жизненном опыте детей. Конечно, при работе с данной категорией детей мы не можем использовать возможности STEM-образования в полном объеме. При лепке из глины и обучении гончарному делу можно использовать элементы STEM-образования, чтобы развивать у детей с нарушением интеллекта практические навыки, мышление, моторику и пространственное восприятие. Моя авторская комбинаторная программа «Работа с глиной» направлена на комплексное развитие профессионально-трудовых навыков, когнитивных способностей и социально-эмоциональной сферы обучающихся. Но, несмотря на большую ее такую практическую направленность, она содержит достаточно доступные, естественно, научные аспекты работы с глиной, такие как химический состав, физические свойства, технологические процессы обработки и обжига, дает понимание элементарных математических представлений непосредственно через практические работы.
Таким образом, создавая условия для развития учащихся с нарушением интеллекта доступного им уровня критического исследовательского мышления, а также формирования универсальных навыков soft skills. В процессе обучения предусмотрены проблемные ситуации, требующие анализа материала, поиска оптимальных технологических решений и оценки качества готовых изделий. Исследовательские элементы включают изучение различных видов глины, эксперименты с пластичными материалами и техниками декорирования и обжига, анализ исторических и культурных аспектов гончарного искусства. Ну вот несколько идей, как это реализовать. Например, инженерное направление включает элементы конструирования и моделирования. Перед лепкой мы предлагаем детям нарисовать, ну или обвести по шаблону простые формы будущих изделий. Миски, кружки, тарелки. Это поможет в пространственной ориентировке, будет способствовать освоению элементарных принципов проектирования. Учащиеся экспериментируют с созданием различных конструкций, например, шаров, цилиндров, конусов, чтобы понять, какие формы более устойчивы. Элементы математики реализуются в замерах и расчетах. Учащиеся практически проверяют, что если одна сторона тарелки или чаши больше другой, то изделие, конечно, может упасть. Кроме того, при гончарных работах важно практически уметь выполнять центровку изделия. Можно детям дать задание на измерение массы глины перед лепкой и сравнение готового изделия после высыхания и после обжига, чтобы понять, как испаряется вода из глины при сушке и при обжиге. Учащиеся учатся делить кусок глины на равные части для создания одинаковых элементов, например, при лепке бусин или каких-то одинаковых кружек. Технологии в обучении использования инструментов и техники, например, изучение работы нагончарного круга, а также освоение процессов сушки и обжига глины. При работе на гончарном круге дети практически знакомятся с принципом работы, вращением и центробежной силой. Учащиеся изучают, почему необходимо осушить глину перед обжигом, как температура влияет на глину, на материалы, какие технологии используются для обжига. Это естественная сушка или это муфельная печь, или в газовой плите можно высушить, например, в газовой духовке. Научные аспекты при работе с глиной реализуются через экспериментирование с материалами, позволяя детям изучать свойства глины, добавлять различные компоненты, наблюдать за изменениями в процессе лепки и обжига. При сравнении сухой, влажной и мокрой глины мы ее трогаем, заливаем водой, пробуем слепить из каждой такой глины. Дети наглядно видят, как изменяются свойства глины и ощущают, какая консистенция глины подходит для лепки, из какой лепить можно, а из какой изделие не получится совершенно. Таким образом, STEM-элементы при работах с глиной помогают детям лучше понимать материалы, осваивать новые технологии, работать с инструментами и развивать пространственное мышление. Ну, особое внимание, конечно, в программе уделяется развитию soft skills, таких как коммуникация, работа в команде. Проектная деятельность способствует развитию навыков сотрудничества и публичных выступлений. Арт-терапевтические методы при работе глины, они, конечно, бесспорны, они интегрированные занятия, направлены на развитие эмоционального интеллекта, самовыражения и снижение тревожности. Ну, представленный опыт может быть полезен педагогам специальных школ, стремящимся к внедрению инновационных подходов в профессионально-трудовое обучение и всестороннему развитию учащихся с нарушением интеллекта. Спасибо большое за внимание. Всем удачи в поставленных целях. Сізге рахмет. Келесі кезекте бізде Ирина Геннадьевна. Осында ма? Ирина Геннадьевна. Ирина Геннадьевна здесь? Өкінішке орай ол кісі жоқ сияқты. Келесі кезекте Қожахметова Бақытгүл Есенгелдиевна ханымға сөз кезегін берсек, баяндамаңызды бастауға болады. Добрый день, уважаемые коллеги. Тема моего выступления – использование космической тематики на уроках математики в начальной школе. Я считаю, что математические понятия, числа, геометрические формы могут быть интегрированы с космической тематикой для эффективного обучения младших школьников. Они способствуют повышению интереса учащихся к предмету и развитию их познавательной активности. Связь математики с космосом помогает детям увидеть практическое применение абстрактных понятий,
что способствует формированию устойчивого интереса к изучению точных наук. Рассмотрение космических объектов и их движение развивает у учащихся способность представлять и анализировать пространство отношений и формы, то есть формирует пространственное мышление. Рассмотрим на конкретных примерах, как можно использовать математические понятия в примерах и задачах с применением космической тематики. Допустим, раздел «Числа и счет». Например, подсчет количества звезд, созвездий или спутников у планет. Задание. Сколько спутников у Юпитера? Сравните это количество с числом спутников у Земли. Раздел «Геометрические фигуры». Например, орбиты планет имеют форму эллипсов. Форма полной Луны близка к кругу. Задание. Нарисуй круг, представляющий Луну, и эллипс, символизирующий орбиту планеты. Раздел «Масштаб и пропорции». Например, расстояние между планетами в Солнечной системе выражается в миллионах километров. Задание. Если расстояние от Земли до Луны принять за 1 сантиметр, какое расстояние на этой шкале будет до Марса? В какой форме происходит интеграция космической тематики на уроках математики? Интегрированный урок «Космическая математика. 1 класс». Цель – закрепление математических знаний посредством игры путешествия. Дети решают задачи, связанные с космической тематикой, что способствует развитию логического мышления и воображения. А урок «Космическое путешествие» во 2 классе, целью которого является закрепить навыки устных и письменных вычислений в пределах 100, ученики отправляются в воображаемое путешествие по планетам, решая математические задачи на каждой остановке. Урок в 3 классе «Полет в космос». Цель – закрепление приемов устных и письменных вычислений в пределах 1000. Урок проводится в форме игры путешествия, где учащиеся решают задачи, связанные с космосом, что делает обучение более увлекательным. При планировании и проведении интегрированных уроков математики применяются иллюстрации, модели планет и звезд, видеоматериалы о космосе для визуализации математических понятий. Уроки я провожу в форме путешествий, квестов, ролевых игр, где учащиеся становятся космонавтами или исследователями Вселенной. Дети создают макеты Солнечной системы, моделирование орбит планет, учатся строить и измерять углы, находить расстояния с использованием масштабов. В чем креативность и эффективность интеграции? Связь учебного материала с интересной для детей космической тематикой способствует увлечению вовлеченности в процесс обучения. Интеграция математики с астрономией, физикой и географией расширяет кругозор учащихся и показывает взаимосвязь наук. Решение нестандартных задач на космическую тематику способствует развитию аналитических способностей и умения применять знания в новых ситуациях. Итак, интеграция космической тематики на уроках математики в начальной школе является эффективным средством повышения интереса учащихся к предмету, развития их познавательных способностей и формированию устойчивых межпредметных связей. Учителям начальных классов следует активно использовать космическую тематику при планировании уроков математики для достижения высоких образовательных результатов. Спасибо за внимание. Рахмет. Тамаша, сіздің еңбегіңізге көп рахмет айтамыз. Келесі спикерге уақыт бөлек. Оксана Сергеевна ханым, бастай берсеңіз болады. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Космос всегда занимал особое место в литературе. В произведениях разных эпох он символизирует бесконечность, загадку, человеческое стремление. Сегодня я хочу поделиться с вами размышлениями на тему «Космос в литературе в языке». Эта тема открывает широкие возможности как для развития читательской грамотности младших школьников, так и для формирования у них интереса к науке, расширения кругозора и интеграции предметов. С раннего возраста дети сталкиваются с образом космоса в литературе. Например, в народных сказках, мифах встречаются небесные тела как персонажи – солнце, луна, звезды. Они одушевлены, наделены характером, эмоциями. Эти образы помогают детям почувствовать поэтическое восприятие мира, развивают воображение и открывают путь к более глубокому осмыслению текстов. Космическая лексика встречается как в художественных, так и не в художественных текстах. Например, у Маршака, у Самуила Яковлевича, вот летит ракета, космонавт, Агния Бартов, первый космонавт. У Николая Носова серия книг о Незнайке, особенно Незнайка на Луне. Там вообще сочетание вымысла и научных понятий.
В этих текстах дети встречают такие слова, как ракета, орбита, гравитация и так далее. Работа с этой лексикой способствует расширению словарного запаса и формированию научной картины мира. Интеграция космической тематики может происходить через чтение и обсуждение художественных текстов, через словарную работу, например, подобрать синонимы, составить какие-то словосочетания, анализ текстов, творческие задания, работа с научно-популярными текстами, сравнительный анализ. Работа с космической тематикой способствует развитию функциональной грамотности. Ребенок учится находить и интегрировать информацию, делать выводы, информационной грамотности, сравнивать разные источники, критически. На почту тебе кинули? Вымысел от фактов, анализировать текст на нескольких уровнях. Например, при чтении того же Николая Носова, отрывка из произведения «Незнайка на Луне», можно задать следующие вопросы. Что здесь правда, что здесь фантазия? Почему автор так описывает лунных жителей? Какие различные научные факты здесь отражены? Космическая тематика, она идеально подходит для межпредметной интеграции. Например, на уроках языка и литературы это лексика, чтение, анализ. Познание мира и естествознание – это устойчивое устройство Солнечной системы, планеты и космические явления. Изобразительное искусство, рисование планет, иллюстрации и к разным рассказам. Музыка, прослушивание произведений на тему космоса, например, «Космическая Одиссея». Трудовое обучение – это создание макетов ракет или планет. Таким образом, образ космоса в литературе, в языке для начальной школы – это не только интересная тема, но и мощный инструмент для развития речи, мышления, воображения и читательской грамотности. Включая в уроки тексты с космической тематикой, мы не только учим детей читать, писать, думать, но и побуждаем у них интерес к науке, расширяем целостное представление о мире. Какая почта? На Gmail или Mail? Gmail. Микрофонды өшірсеңіздер, кедергі келтірмеулеріңізді өтінеміз. Я жалғастыра берсеңіз болады. Оксана. Меня слышно было, да? Все, спасибо. Оксана ханымның жұмысын тыңдадық. Келесі кезекте әрі қарай жалғастыруды рұқсат етіңіздер. Гаухар Омаржановна. Осында ма? Гаухар Омаржановна. Да, я здесь. Бастысаңыз болады. Так, меня зовут Тухметова Гаухар Омаржановна. Я работаю, я учитель-дефектолог в начальной школе специализированного комплекса «Жануя». Значит, особенности поведения работы с детьми с нарушением поведения. Дети с нарушением поведения представляют собой особую группу, требующую четкого и индивидуального подхода к образовательной и воспитательной работе. Поведенческие нарушения могут проявляться в виде агрессии, непослушания, замкнутости, нарушений самоконтроля и социальной дезадаптации. Причины этих нарушений бывают разными, от неблагоприятной семейной среды до нейропсихологических факторов. Работа с такими детьми требует от педагога, специалистов знания, специальных методик, терпения и системного подхода. Сейчас рассмотрим основные особенности и обоснования эффективных методов работы с данной категорией обучающихся. Индивидуальный подход. Обоснование. Поведенческие трудности у каждого ребенка имеют свои причины и проявления. Один может проявлять агрессию из-за гиперактивности, другой из-за эмоционального пренебрежения дома. Поэтому универсальный метод оказывается малоэффективным. Необходимо изучить личную историю ребенка, особенности темперамента и адаптационные способности. Извините, пожалуйста. Метод составления индивидуального плана коррекции поведения с учетом причин нарушений в тесном взаимодействии с психологом, родителями и педагогом. Следующее. Установление четких границ и правил поведения. В основании. Дети с нарушением поведения часто испытывают трудности в понимании социальных норм поведения и последствий своих поступков. Четкие последовательные правила обеспечивают предсказуемость и чувство безопасности. Метод введения постоянных, понятных правил поведения в классе, использование визуальных напоминаний, договоров и системы поощрения и санкций.
Следующий – позитивные подкрепления. Обоснование. Такие дети нередко получают внимание только в случае нежелательного поведения. Использование позитивных подкреплений позволяет сформировать желаемые поведенческие модели, повышает самооценку ребенка и снижает тревожность. Методы. Хвалите ребенка за конкретные позитивные действия, даже небольшие. Используя систему поощрений, звезд, привлекать внимание взрослых при проявлении социального одобряемого поведения. Следующее. Обучение социальным навыкам. Обоснование. Нарушение поведения часто связано с дефицитом навыков саморегуляции, разрешения конфликтов и общения. Без целенаправленного обучения дети не смогут самостоятельно изменить свое поведение. Метод проведения тренингов, игровых занятий, ситуационного моделирования, где дети учатся выражать свои эмоции, договариваться, решать конфликты и выходить из сложных ситуаций. Взаимодействие с семьей. Обоснование. Семейная среда оказывает очень большое и решающее влияние на формирование поведения ребенка. Без поддержки родителей любые коррекционные меры будут неполными или же кратковременными. Метод регулярно консультирует родителей, проводит психопросветительскую работу, семейную терапию, совместно планирует стратегии поведения дома и эмоциональной среды. Обоснование. Многие дети с нарушением поведения чувствуют себя отвергнутыми, неуверенными в себе, испуганными. Без эмоциональной безопасности они не смогут развиваться и корректировать свое поведение. Метод поддержка, принятие, демонстрация, эмпатия со стороны педагогов, обучение педагогов техникам эмоциональной регуляции, создание среды, где ребенка принимают без условий. И в конце хотелось бы подвести итог. Работа с детьми с нарушениями поведения требует профессиональной гибкости, глубокого понимания детской психики и командной работы. Особое внимание следует уделить профилактике, раннему выявлению проблем и комплексному подходу с участием педагогов, психологов, родителей и самого ребенка. Только так можно не просто исправить поведение, но и создать условия для полноценного развития и успешной социализации каждого ребенка. И главное, видеть за трудным поведением личность, которая нуждается в поддержке, а не в наказании. Спасибо за внимание. Сізге рахмет. Тәжірибелі, көп тәжірибе алдық. Ондай сіздің баяндамаңыздан. Келесі баяндамаға назар аударайық. Анастасия Владимировна, вы здесь? Наталья Григорьевна, вы здесь? Олай болса, бүгінгі семинарға қатысуларыңызбен тағы да құттықтаймын. Сәтті семинар ұйымдастыра алдық деп ойлаймыз. Барлықтарыңыздың тәжірибелеріңіз біз үшін және тыңдармандар үшін маңызды тәжірибе болды. Онлайн семинарымызды осымен аяқтайық. Қош, сау болыңыздар. Келесі семинарда кездескенше. Рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.